Официальный курс общеевропейской валюты таджикскому сомони за последнюю неделю снизился на 2,5% с 10,22-24 сомони на 19 сентября до 9,96-44 сомони на сегодня. Об этом сообщает Национальный банк Таджикистана. Также зафиксирована незначительная девальвация американского доллара на 0,07% с 10,2367 сомони на 19 сентября до 10,2293 сомони на сегодня. Между тем, российский рубль укрепился по отношению к местной валюте за неделю на 1,4% с 0,1657 сомони на 19 сентября до 0,1680 сомони на сегодня. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,2293 до 10 сомони, 1 евро от 9,9644 до 9,83 сомони, 1 российский рубль от 0,1680 до 0,1705 сомони. Нефтяные цены продолжают снижаться сегодня утром после обвала до январских минимумов в конце прошлой недели. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent составила $85.53 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI составила $78.16 за баррель. Главная причина недавнего падения цен на нефть – это опасения мировой рецессии, затронувшие все финансовые рынки, обрушившие акции и вызвавшие рост доходности облигаций, а также укрепление доллара. Стоимость золота в понедельник утром также снижается. Показатель оказался под отметкой в $1645 за тройскую унцию, где он находился в апреле-мае 2020 года. С 23 сентября Душанбе Ситибанк отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой МИР. На данный момент карты платежной системы МИР не обслуживаются в банкоматах и посттерминалах Душанбе Сити. Также карты данной платежной системы перестали работать и во многих других странах. Ранее об этом заявляли Турция, Казахстан и Вьетнам. С аналогичной проблемой столкнулись узбекские банки. Неполадки коснулись карт МИР в инфраструктуре ПС Узкарт и работы кабежинговых карт Узкарт МИР за рубежом. Карты российской платежной системы МИР принимались в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. 100 предприятий Узбекистана до конца года разместят свою продукцию на платформе Alibaba в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Узбекского министерства инвестиций и внешней торговли. В рамках соглашения между Агентством продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и Alibaba Group 70 предприятий-экспортеров Узбекистана зарегистрировали свою продукцию на всемирно известном маркетплейсе, и они уже экспортировали через онлайн-платформу продукцию на $67,1 миллиона. С каждым днем присутствие узбекских экспортеров и производителей на данной площадке расширяется, и уже к концу года 2022 года планируется довести их количество до 100, отметили в публикации на официальном сайте ведомства. Добавив, что среди предприятий и производителей свежих и сушеных фруктов и овощей, готовой текстильной и иной продукции, компании, оказывающие туристические услуги. На платформе Alibaba также был запущен постоянно действующий национальный павильон Узбекистана, где разместились более 100 наименований самой качественной и популярной продукции 3 основных отраслей страны. Это текстильная, сельскохозяйственная, пищевую промышленность, уточнили в пресс-службе. А до конца года количество товарных позиций планируется увеличить до 300 за счет открытия новых отраслевых разделов – электротехники, мебели, фурнитуры, кожевенной, обувной продукции, спорттоваров, детских игрушек, добавили в Министерстве инвестиций Узбекистана. В новый санкционный пакет Евросоюза может быть включен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая смартфоны, радиолокационную аппаратуру, лазерное оборудование, оказание IT-услуг российским клиентам. Об этом сообщает издание Еврообсервер со ссылкой на документ, совместно подготовленный Польшей, Эстонией, Латвией, Литвой и Ирландией. По данным издания, также предлагается ввести запрет на ввоз в Россию наличных банкнот из Европы и Соединенных Штатов, на продажу россиянам недвижимости, а также на финансирование российских лоббистских компаний или негосударственных организаций, зарегистрированных в странах Евросоюза. Вместе с этим предлагается запретить российские телеканалы и ограничить доступ к сетевым новостным ресурсам.